Официальное лицо Украины написало свой ответ на татарском языке. А в Зеленодольске воспитатель пугала детей палкой. Весело, весело. У нас тут немножко Пермь, Лос-Анджелес. Зеленский не должен отвечать. Зеленский напишет что-то очень нехорошее. Сколько можно, Рамазан? Куда уже давить? Для многих из вас это может быть шоком. Вы слушаете новый выпуск реального подкаста проекта издания Дель Реали. Сегодня с вами Карина Джамал и Рамазан Алпаут. Добрый день. Здравствуй, Рамазан. Что у нас на этой неделе интересного? Власти Украины ответили на статью Путина о единстве русского и украинского народов на татарском языке и заставили Москву молчать. Глава созданной в Перми IT-компании Xolo уволил 150 человек после анализа их онлайн-активности, а в Башкортостане не допустили до выборов альтернативного кандидата. Угадайте, за что, Рамазан? За мнимую связь с навальнистами. Да, все так. Вот такая странная неделя у нас случилась, потому что только не происходит в Поволжье. Да, и не только в Поволжье, даже Поволжье выходит на международный такой формат, потому что общение между Путиным и Украиной переходит на татарский язык. Да, это очень удивительно было. Но сначала блиц. Угу. Уфимская пенсионерка Эльмира Бекбаева, которую обвиняют в финансировании экстремистской деятельности осужденного политика Айрата Дильмухаметова, оказалась включенной в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Несмотря на то, что судебный процесс по делу Бекбаева еще не закончен, приговор не вынесен, ее банковские карты и счета уже заблокированы. Дело слушается в Октябрьском райсуде Уфы с весны нынешнего года. Следствие регионального УФСБ посчитала, что пенсионерка, переведя на банковскую карту матери политика Агиляш Дильмухаметовой 1500 рублей двумя платежами в 2018 году и 4500 рублей 7 платежами в 2019 году, совершила предоставление средств, заведомо предназначенных для подготовки и совершения Дильмухаметовым преступлений экстремистской направленности. Очередное судебное заседание по делу Эльмиры Бекбаевой пройдет 3 сентября. А в Зеленодольске воспитатель пугала детей палкой. Ее уволили. Прокуратура заявляет, что проверит обстоятельства инцидента и увольнения. В соцсетях появилось видео из детского сада «Радуга» в Зеленодольске, на котором видно, как во время прогулки во дворе воспитатель размахивается и пугает детей палкой. Администрация Зеленодольского района пояснила журналистам, что воспитательницу наняли по срочному договору на время отпуска основного педагога. Договор с ней уже расторгнут. Прокуратура Татарстана сообщает, что выяснит обстоятельства случившегося и даст правовую оценку действиям сотрудников образовательной организации. Кроме того, будет проверена законность увольнения воспитателя по собственному желанию. Кстати, очень часто в России увольняют по собственному желанию. По собственному. Никак иначе. Татарстанские активисты пожаловались на коровники в заброшенных храмах. Здания признаны памятником архитектуры. Прокуратура проводит проверку по факту организации в старинных храмах Спасского района Татарстана зернохранилища и коровника, сообщает пресс-служба ведомства. Речь идет о 2 старинных храмах в селах Танкеевка и Щербеть, которые являются памятниками регионального значения. В Ульяновске в грязной и захламленной квартире нашли 2 маленьких детей, сообщается на сайте Следственного комитета. Следователи завели уголовное дело по статьям о поставлении в опасности и истязании. Также комитет расследует дело о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. В экстренную службу обратились прохожие, отмечается в сообщении. Мальчик и девочка 2016 и 2019 годов рождения находились дома без присмотра, их мать отсутствовала. В квартире нет мебели, холодильника и плиты. У детей не было одежды и обуви. Мать воспитывает детей одна. Семья на профилактическом учете, как находящаяся в социально опасном положении, ранее не состояла. В настоящее время малыши помещены в лечебные учреждения. В Казани женщина без маски наехала на своей машине на сотрудника полиции, сообщает пресс-служба МВД по Татарстану. Сотрудник полиции зашел в торговый центр «Франт» в Казани и решил привлечь посетительницу за отсутствие защитной маски. Посетительница убежала и села в автомобиль. Сотрудники пытались ее достать оттуда, но она решила не выходить и нажала на педаль газа. Беги, Лола, беги. Полицейский получил травму плеча. На женщину составили 2 административных протокола.
Кроме того, полицейские собрали и направили в Следственный комитет материал для принятия процессуального решения по статье 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». У нас тут то бабушка террорист, то женщина, я не знаю, как ее назвать. В общем, весело. На самом деле, если ты не заметил, у нас все 5 новостей из Блица связаны с правоохранительными органами. Да. Первая и, на мой взгляд, самая интересная новость. Она пришла из Украины. Украинский ответ Путину на татарском. Мы его так назвали. Дело в том, что вы же помните наверняка, что недавно Путин писал как раз статью на русском и украинском языках, в котором говорил о единстве русских и украинцев. Не совсем даже так. Он говорил, что это один народ. Ну да, я как-то политкорректно пытался выразиться. Да. Все ждали ответ. Все очень хотели узнать, да. Но ответ пришел нежданчиком, можно сказать, потому что официальное лицо Украины написало свой ответ на татарском языке. На волжско-татарском, даже не на крымско-татарском. Это очень интересно. Значит, официальное лицо из Украины ответил Путину на татарском, как я уже сказал. А что это за человек был? Потому что я читала огромное количество новостей с тех пор, как Путин написал статью, и все говорили, Зеленский не должен отвечать. Зеленский напишет что-то очень нехорошее, и он все равно не сможет ответить. В итоге Зеленский-то и не ответил. Дело в том, что официальное лицо, которое ответило, это глава Государственного Украинского института национальной памяти Антон Драбович. То примечательно, некоторые украинские СМИ опубликовали этот материал именно на татарском языке. Это было очень интересно. Так вот, Драбович припомнил России все в части ущемления прав коренных народов России и республик в составе этой страны. Он привел российскую официальную статистику для того, чтобы обосновать свои тезисы. Это тоже был очень довольно грамотный ход. Драбович припомнил все моменты по нивелированию федерализма в России. Например, непродление федеративного договора между Казанью и Москвой, отсутствие возможности получать высшее образование даже многочисленному такому народу, как татары, или отмену обязательности госязыков республик. Несправедливое, как утверждают активисты и эксперты, распределение бюджетных средств, когда у Татарстана забирают значительную часть доходов в пользу центра. Мы сделали довольно большой и подробный материал об ответе из Украины, но тут следует отметить, что мы были единственными русскоязычными СМИ, которые об этом вообще написали. Что, согласитесь, очень странно, потому что когда Путин написал свою статью, мне кажется, все русскоязычные СМИ об этом так или иначе написали. Ну, это такая хорошая попытка, знаешь, не замечать. Тем более не Зеленский же ответил, опять же. И, видимо, они сочли недостойным освещать эту тему. Наш материал, мы от этого только выиграли, потому что наш материал был очень популярным, он до сих пор его активно обсуждают, приходит очень много комментариев. Российские власти, так же как и российские СМИ, оставили статью без реакции. Но мы опросили экспертов, в том числе из России, в том числе из Татарстана, и даже американского эксперта. Вот, собственно, американский эксперт по постсоветским странам Пол Гоббл считает, что в Москве статью из Украины наверняка заметили. При этом он объясняет, почему нет реакции даже из Татарстана. И имеется в виду официальных лиц. Я думаю, что в Москве очень многое происходит по этому поводу, и никто в регионах не хочет опережать Кремль. Отмечает он. По словам Гоббла, нивелирование полномочий республик – это закономерный шаг перед попыткой проглотить постсоветские страны. Высказывается мнение, что для поглощения Украины и других бывших союзных республик Москва должна сначала ликвидировать автономные республики. Однако, если будут предприняты шаги в этом направлении, это может вызвать взрыв внутри России и, безусловно, усиление сопротивления среди постсоветских государств. Объясняет американский эксперт выжидательную позицию российского руководства.
Также мы опросили московского политолога Аббаса Галямова, который солидарен с тем, что говорит его американский коллега. Он полагает, что российские власти в этой ситуации, скорее всего, не будут реагировать, так как Дробович попал точно в цель. России в этой ситуации лучше отмолчаться, потому что украинцы нанесли удар в самое сердце. Централизация и диктат Москвы дошли до абсурда и вызывают все большее возмущение в регионах. Спорить поэтому бесполезно. Лучше промолчать в надежде на то, что так скандал скорее забудется. Сказал нам Галямов. Я, кстати, тоже так думаю. Я вот прям уверена, что они вообще никак не будут реагировать, потому что это стратегически лучше для них, потому что если вызвать реакцию, точнее, высказать свою реакцию, тогда будет большое обсуждение в самих этих регионах. Для Москвы, я думаю, это правда очень невыгодно. Нет, я понимаю, что у Кремля какая-то своя логика есть, что у них есть своя тактика, своя стратегия, но я не понимаю российские СМИ. Ну, смотри. Они что? Они тоже подчинены той же логике, что и российское руководство, или как? Я думаю, они не заметили. Опять же, будь это ответ Зеленского или официальный ответ правительства, тогда реакция была бы какая-то, скорее всего. Здесь реакции не было, потому что это глава института. Дело в том, что этот глава института — это не совсем научное учреждение, это по сути своей это министерство, которое отвечает за вопросы идеологии, вопросы памяти, исторических каких-то переосмыслений и так далее. Да, но это, видимо, в Украине понятно, тебе понятно, а вот российским СМИ, скорее всего, не очень понятно. Поэтому они не отреагировали, если ты говоришь про независимые СМИ, которых в России все меньше и меньше, не могу не подметить этот момент, и, скорее всего, просто они не заметили, потому что они в том числе заняты какими-то другими вещами, и это слишком мелко им показалось. Вот. А государственные СМИ, понятно, почему не ответили на все это и не осветили никаким образом. Их логика подчинена указкам сверху, видимо. В Татарстане также объяснили молчание. В беседе с корреспондентом радио «Азатлык» политолог Руслан Айсин охарактеризовал факт написания статьи украинским официальным лицом на татарском языке сильным политтехнологическим шагом. Публикация адресована, как указывает эксперт, напрямую татарскому народу. За текстом, по его мнению, стоит команда Зеленского. Айсин считает, что украинские власти также продемонстрировали то, что они проводят тщательный мониторинг процесса в России. В статье украинское руководство отметило, что в России есть проблемы с родными языками и указало на их серьезность. Это сигнал о том, что в стране ликвидировано национальное образование и что принцип самоопределения по-прежнему актуален. Заявил он. Айсин предполагает, что и правительство Татарстана, и спецслужбы в курсе выступления Дробовича, но решили не реагировать на него. Я думаю, что существует особая разнарядка сверху, не публиковать и не поднимать эту тему. Если будет дискуссия, если они сосредоточатся на этой теме, они не смогут ее контролировать. Поэтому я думаю, что была выбрана стратегия игнорирования этой статьи. Рассказал нам Руслан Айсин, между прочим, тоже на татарском языке. По мнению татарстанца, национальная тема довольно проблематичная для Москвы. Реакция Украины для Москвы – большая проблема. Опыт показал, что ответ может быть двух типов – отсутствие реакции или усиление административного давления на национальные движения. Заключил он. Куда уже давить мне вот вопрос? Просто столько было по последний год-два новостей о преследовании национальных движений, в первую очередь Поволжье, я говорю. То есть это и в Татарстане, и Башкорт в Башкортостане, и другие движения тоже им не особо... Даже дошли до традиционной религии марийцев. О, да. Представителей. Я напомню, что вы слушаете реальный подкаст. Это проект издания «Идель Реалии». Слушать вы нас можете в YouTube, также на нашем сайте idelreal.org, а также на других стриминговых платформах, например... Google подкасты, Apple подкасты, Яндекс.Музыка, Spotify и множество других. Я думаю, что если вы захотите выяснить, есть ли в вашей любимой стриминговой сети наш подкаст, то, скорее всего, его там обнаружите. И не забывайте подписываться на наши социальные сети. Мы постим классные видео и посты в Instagram, пишем интересные новости, актуальные и максимально быстро в нашем Телеграм-канале.
и рассказываем о больших наших материалах в наших других соцсетях, в Фейсбуке и ВКонтакте. А у нас тем временем довольно интересная новость. Она не про политику, она в какой-то степени про социалку и с таким международным подтекстом. Да. Карина расскажет нам про эту новость. Глава созданной в Перми IT-компании Александр Агапитов уволил сразу 150 человек. Случилось это после анализа их онлайн-активности. Он пообещал помочь им устроиться на новое место работы, где они будут получать больше, а работать меньше. Это просто мечта какая-то, я думаю. Источник рассказал об этом инциденте изданию Forbes, а после в сети появился и скриншот сообщения, которое глава компании разослал своим сотрудникам. Именно он их и решил уволить. Всего в его компании работает где-то 500 человек. Его офисы находятся в Перми, и в США, и в Сеуле. В общем, большинство сотрудников, которых он решил уволить, находятся именно в Перми. Я попрошу тебя, Рамазан, зачитать то самое сообщение, которое Александр Агапитов разослал в социальных сетях. И я замечу, что этот скриншот попал в сеть незаконно, потому что сотрудники подписывают соглашение о конфиденциальности. Да. Угу. И вот это сообщение разлетелось по социальным сетям и вызвало даже какой-то скандал. Вы получили это письмо, потому что моя команда Big Data проанализировала ваши активности в Jira, Confluence, Google почте, чате, документах, дашбордах и пометила вас как невовлеченные и малопродуктивные сотрудники. Иными словами, вы не всегда присутствовали на рабочем месте тогда, когда работали удаленно. Для многих из вас это может быть шоком, но я искренне верю, Xsolla не для вас. Так что все, что не делается, все к лучшему. Надя и ее команда заботы организовали партнерство с 7 ведущими HR-агентствами, и мы поможем вам найти хорошее место, где вы будете получать еще больше, а работать еще меньше. Саша вам поможет получить рекомендацию, включая от меня лично, а Наталья вам зачитает ваши права. Еще раз большое спасибо за ваш вклад. Дальше в этом сообщении, вероятно, был полный список всех, кого собираются уволить, но вот в скриншоте его, естественно, нет. А позже, после публикации первого скриншота, в Твиттере выложили второй, где Агапитов пытается объяснить после получения первых реакций сотрудников, что случилось и почему он принял такое решение. Рамазан? Спасибо всем за фидбэк. Хочу немного объясниться и огрести свежего. Многих могло расстроить мое прямое письмо, и они говорят, что предпочли бы начать разговор 1 на 1, щедрого выходного пособия, медицинской страховки и онбординга в агентство. Согласен, выглядел бы я чуть теплее, но сути бы это не поменяло. Увы, не всегда менеджеры Xsolla доносят мое видение кристально, и поэтому школа менеджеров будет одним из приоритетов, начиная с 1 сентября. Меня часто критикуют за то, что коммуникации в компании не очень. Я искренне делаю все возможное, чтобы это исправить. В Xsolla подтвердили позже пермскому изданию 59.ru, что в рамках реструктуризации планируют расстаться примерно со 150 сотрудниками в пермском и заграничных офисах компании. Издание properm.ru заявило, что в Xsolla ведется расследование по факту слива письма Агапитова. Давай немножко расскажу о том, что такое компания Xsolla. Это IT-компания, которая занимается обработкой платежей в видеоиграх. Она была создана в 2005 году в Перми бывшим студентом мехмата Пермского государственного университета Александром Агапитовым. С 2010 года главный офис Xsolla находится в Лос-Анджелесе. Также у компании есть представительство в Перми и в Сеуле. В 2020 году выручка компании Xsolla составила $67 миллионов, увеличившись за год на 75%. В 2021 году инвестиционный банк Goldman Sachs включил Xsolla в число 12 крупнейших глобальных цифровых компаний с российскими корнями. При публичном размещении, по прогнозу инвесторов, оценка Xsolla составит около $3 миллиардов. То есть такая большая, крупная IT-компания. Интересно, что называют ее компанией с российскими корнями. Потому что она уже находится в Америке. Просто это очень странно по отношению к компании, нет? Нет, это довольно частое явление. На самом деле, я немного
про видеоигровой рынок знаю, немного читала, и не очень много компаний с российскими корнями вообще существует. Ну, то есть в глобальном масштабе. Очень много российских айтишников работают в международных компаниях, вполне успешно, но вот так, чтобы целая компания была из России, это довольно редкое явление. Вот, в общем, очень коротко подытожим, что мы сейчас имеем. Мы имеем большую IT-компанию, корнями из Перми, собственно, имеет большой офис в Перми основной. И глава этой компании, то есть и основатель, и владелец, он, кстати, живет в США уже довольно долго, как я понимаю, он принимает решение уволить треть своих сотрудников после того, как его команда проанализировала их деятельность во время работы. И вот на этом моменте ситуация выглядит странно для обычного россиянина, согласись? Ну, то есть ты сидишь, работаешь, также ходил на работу или удаленно работал, или да? не ходил, но работал. Да, то есть на рабочем месте ты был, тебе могли написать в любой момент, ты мог ответить, но тебя увольняют, потому что проанализировали то, как ты работал. И вот тут Куда ты заходил? На каких сайтах А вот и сидел? нет, а вот и нет. Или как? Это вот выглядит именно так. То есть, если не знать контекст, выглядит так, как будто работодатель за тобой следил, проверял вообще все, что ты делаешь, и принял решение, что вот ему не нравится твоя история браузера. Но это вообще было не так. Чуть позже Александр Агапитов дал большое интервью изданию «Медуза», и вот что он заявил. Попрошу тебя прочитать. Почему он вообще... То есть он объясняет, почему он поступил именно так. Идея не новая, мы ее обсуждали больше года. Смотрели, какая есть практика у Netflix, у Гарварда, у морских котиков. Они постоянно убирают нижние 10% по эффективности и таким образом постоянно повышают в качество человеческого капитала. Но мы решали, что для нас это слишком жестко. Мы составляли рейтинг, но мы не увольняли нижние 10% каждые полгода. До тех пор, пока мы росли по выручке на 40% в год. То есть, если мы растем на 40%, то мы можем себе позволить, чтобы люди, которым нужно время научиться, собраться, смогли подтянуться. Но когда мы не растем на 40%, то этот триггер можно спустить. Как это сказать по-русски? Спустить курок, да. То есть рейтинг был с начала года, был и теперь будет всегда. И может люди сейчас будут смотреть на него чуть по-другому. Он отметил, что напрямую за своими сотрудниками они не следили, потому что слежка за сотрудниками в США — серьезное преступление. Речь про трекеры активности браузера или устройств. Ну, в смысле, вот этого они не делали. А что они делали? Они следили за информацией с рабочих платформ, они не проверяли, занимаются ли люди личными делами в рабочее время, они смотрели, насколько активно они вовлечены в работу. Как я поняла, у них есть такая что-то вроде внутренней Википедии, где люди могут писать о том, как они видят свою работу, о том, что можно улучшить, и изучают теоретическую часть того, что они должны делать. И вот они следили за тем, как люди заходят в эту Википедию, читают статьи, как их правят и все такое. Агапитов объяснял, что если человек не занимается этим, если он не переписывается о своей работе, то зачем нам нужен такой человек? То есть он не смотрел, насколько продуктивно человек сдает свою работу, насколько часто он заходит и читает то, что ему нужно для работы. И он говорил, что есть множество зарубежных компаний, которые делают то же самое. Они поняли, что провести презентацию с тем, чтобы рассказать, например, не знаю, там, о цифровой безопасности или еще каких-то технических вещах, это намного дольше и менее продуктивно, чем написать статью, и эту статью потом бы все прочитали в любой момент, когда им удобно. Мне тут непонятно одно. Неужели он пребывает в такой утопии, что 100% сотрудников будут выкладываться на 100% и будут работать вот как бы... А он не говорит, что нужно на 100%. Такого не бывает в принципе. Да, но он говорит, что если человек не хочет изучать компанию, помогать компании и узнавать о том, как она работает, то им такие люди не нужны. Я замечу, что это частная компания, и он в принципе волен делать все что угодно, в смысле в рамках здравого смысла. И я замечу, что Закона, я бы сказал. Окей, этим людям выплатили выходное пособие довольно большое, это раз. Во-вторых, им действительно их свяжут с HR-агентствами и помогут подыскать работу. И спрашивали Агапитова о том, вы действительно дадите хорошие рекомендации людям, которых вы увольняете.
Ну, то есть он же сказал, я дам вам личные рекомендации каждому. А он сказал, что да, дам, потому что вы, может быть, и хорошие люди, просто вы не готовы работать в нашей среде. Ну, там прям была цитата, вы лучше, может быть, напишите какое-нибудь приложение для Альфа-банка и сделаете это отлично, но вот для нашей компании вы не подходите. И, честно, это довольно здравый смысл, кажется. Капиталист с человеческим лицом. Да, я сейчас прошу тебя зачитать цитату его тоже в интервью, которое он дал «Медузе», где он объясняет, что такая практика вообще в мире нормальна, она для России выглядит странной. С точки зрения американских медиа мы следуем привычным для этого региона практикам. Это не так масштабно для офисов США, это 6 человек из 50, те же 10%, о которых я ранее говорил. С точки зрения американских медиа мы, наоборот, сделали все очень позитивно. Не то чтобы нас кто-то хвалит, это не так масштабно, потому что это всего лишь 6 человек из 50. Он говорит, что ему стоит защищать в первую очередь людей, которые пришли расти в компанию. Но вот стоит ли ему защищать людей, которые нуждаются в социальной защите? Ну, то есть он же не государство, что действительно так. Для него, как он говорит, выбор очевиден, и он хочет работать с людьми, которые хотят расти свою зарплату, и чем больше прибыль у компании, тем больше их зарплата. Вот такая логика у владельца Иксолы. И он говорит, что для него это выбор довольно простой. Если у него все хорошо, и он не против выполнять роль социального сервиса, то многие люди в Перми получат такие возможности, которые могли другим пермякам только сниться. Поэтому те люди, которые пользуются этими возможностями, для него более важны, чем те люди, которые ими не пользуются. Очень нормально звучит, да, все это? Когда ты начинаешь понимать какие-то подробности. Но в России Роструд и прокуратура уже начинают проверку, потому что считают, что его действия как-то не очень красиво выглядят. Да, он, правда, сказал довольно неприятную фразу, что формально-то, да, это сокращение. Если люди будут против того, чтобы добровольно уйти и получить выходное пособие, то тогда, менеджеры будут думать, как в рамках закона их уволить. Ну, то есть несоблюдение, вероятно, каких-то договора трудового. Ну, не понимаю, зачем работать и держаться за место, которое не держится за тебя. Лучше, наверное, реализовывать себя там, где тебя хотят. Ну вот, собственно, он так и говорит. Вот такая вот интересная, как по мне, так история, потому что для России это что-то прям такое очень удивительное, что человек так себя ведет и так спокойно говорит об этом. Это была новость из Перми. Я призываю вас ставить нам лайки везде, где вы нас слушаете. А если вы нас смотрите, вернее, слушаете в YouTube, то, пожалуйста, нажмите на колокольчик. Это позволит нам увеличить нашу аудиторию. Хотела пошутить немножко по поводу, знаешь, так по телевизору, когда сюжет заканчивается, там говорят, называют города и говорят, кто это подготовил. Так что у нас тут немножко Пермь, Лос-Анджелес. Да, Пермь с международным контекстом. Да-да-да. И у нас третья главная новость этой недели. Она из Башкортостана про местного активиста, довольно известного оппозиционного активиста Руслана Нуртдинова, и о том, как он пытался баллотироваться в местные депутаты в одном из районов Башкортостана, и как у него это не получилось, к сожалению. Избирком Башкортостана снял с выборов Чекмагушевский районный совет независимого кандидата Руслана Нуртдинова. Вы, наверное, знаете Нуртдинова еще по нашим статьям. Мы с ним делали еще интервью. Поводом-то стало решение суда, который установил, что Нуртдинов якобы имеет связи со структурами оппозиционного политика Алексея Навального. Любопытно, что изначально избирком Нуртдинова зарегистрировал, но после этого его оппонент обратился в суд и сообщил, что активист открыто поддержал Навального и принимал участие в несогласованных митингах, которые были в начале этого года. Но там не только про Навального в первую очередь. Они используют такую странную формулировку, как о том, что он, в общем, причастен к деятельности экстремистских организаций и признанного экстремистской организацией некого общественного движения штабы Навального. А штабы Навального были признаны экстремистскими? Нет. В тот момент, когда эти митинги были? Нет, не были, это раз. А во-вторых, такого движения не существует. Нет движения штабы Навального. Да. На всякий случай заметим, что
4 августа этого года Первый апелляционный суд в Москве признал законным июньское решение Мосгорсуда о признании экстремистскими организациями Фонд борьбы с коррупцией и штабов Навального и запрете их деятельности. Ну и напомним, что Башкирская национальная организация «Башкорт» тоже признана экстремистской и запрещена Верховным судом Башкортостана в мае 2020 года. В сентябре того же года это решение вступило в законную силу. Мы должны это говорить, потому что российское законодательство заставляет нас это делать. А я вернусь к нашей новости. Один из конкурентов, собственно, защитника Куштау, Руслана Нуртдинова, на довыборах в Чекмагушевский райсовет написал на него жалобу с требованием отменить его регистрацию кандидатом. Об этом сообщил сам активист, я имею в виду Нуртдинов, в соцсетях. Карина, я попросил бы тебя зачитать цитату. В суд поступило заявление одного из моих конкурентов, Айдара Насырова. Видно, очень хочет стать депутатом, с требованием снять меня с выборов как лицо, причастное к экстремистской деятельности. Основательно подготовились. Решение судов о признании экстремистскими штабов Навального и Башкорт приложили. Кучу скринов с моей страницы, адвоката наняли и доверенность написали у нотариуса в Уфе. Вполне ожидаемо, конечно. И ладно бы эти, они и не на такое способны, но ты, Айдар, нормально же общались. Как ты теперь с этим жить-то собираешься? Пальцем ведь показывать будут и говорить «доносчик, стукач», не понимаю. Написал Нуртдинов в своем аккаунте в Фейсбуке. Здесь же общественник выложил сканы административного искового заявления Айдара Насырова в Чекмагушевский межрайонный суд Республики Башкортостан. Иск адресован к территориальной избирательной комиссии по заводскому одномандатному избирательному округу номер 3. По этому же округу также путем самовыдвижения баллотируется и Айдар Насыров. Как следует из иска, Насыров утверждает, что Руслан Нуртдинов не вправе быть избранным в органы государственной власти и органы местного самоуправления, поскольку причастен к деятельности экстремистских организаций. Конкретно Насыров заявляет, что Нуртдинов причастен к деятельности, как мы уже выше упомянули, признанного экстремистской организацией некого общественного движения «Штабы Навального». Такого движения не сусуществовало и не существует. Это как бы наша Да, на оговорка. всякий случай объясним, кто такой Айдар Насыров. Он директор местного муниципального предприятия Чекмагушевский сельскохозяйственный рынок, одним из учредителей которой является районная администрация. Ранее Насыров также работал в районной администрации заведующим одного из секторов организационно-правового отдела. Нуртдинов, в свою очередь, также сообщил, что ему стало известно одновременно с иском Айдара Насырова на днях в Республиканскую прокуратуру поступило заявление от уфимского провластного видеоблогера Арслана Нигамитьянова, который попросил надзорное ведомство провести проверку на предмет участия активистов в деятельности организации «Открытая Россия», которая признана в России нежелательной организацией. Сколько можно, Рамазан? Я о том, что нам каждый раз нужно говорить нежелательная организация, запрещенная организация, экстремистская организация, иностранные агенты. И главное Это не просто запутаться, понимаешь? Да. Кого кем признали. Честно, я постоянно путаюсь, потому что кто теперь иностранный агент, кто нежелательный, кто экстремист, а кто вообще непонятно кто. И это просто... Можно какую-то памятку сделать, знаешь, чтобы точно не забывать. Свое обращение видеоблогер также мотивировал участием Руслана Нуртдинова в довыборах в райсовет. Ранее по другой жалобе Арслана Нигамитьянова Фонд защиты прав граждан «Штаб», возглавляющийся экс-координатором уфимского штаба Навального Лилией Чанышевой, признали иноагентом. Продолжается это просто превосходная история. Как я понимаю, Руслан Нуртдинов не очень-то собирается с этим как-то бороться, потому что он сказал, что не намерен подавать апелляцию, потому что не видит в этом смысла. Ну что, раз его сняли. Самое удивительное в том, что на суде территориальная избирательная комиссия, ну точнее представитель ТИКа, сказал, что не видит оснований для снятия Нуртдинова с выборов, потому что они проводили проверку до того, как зарегистрировать его кандидатом, и не нашли никаких причин для отказа. Просто интересно, что люди, которые говорят, что
Нуритдинов участвовал в разных мероприятиях протестного характера. И это, я так понимаю, является основанием утверждать, что он является членом этих организаций. Да, нет? никакой связи нет. У нас вышел об этой ситуации большой материал на сайте от нашего башкортостанского корреспондента. И там есть и мнение, собственно, одного из бывших лидеров организации «Башкорт» и, собственно, от координатора уфимского штаба Навального, бывшего уже координатора. И оба они говорят, что Нуртдинов не имеет никакого отношения к их организации, а сам Нуртдинов говорит, что да, он их поддерживал в плане, был солидарен с ними, потому что они разделяли общие какие-то мнения на ситуацию в стране, но он никогда не был членом ни одной, ни второй организации. Но это, даже если посмотреть то, что происходит в России, это совершенно не важно. Например, в конце июня нынешнего года самого Нуртдинова допросили в СКР по делу арестованного экс-директора организации «Открытая Россия» Андрея Пивоварова. Активист заявил, что не имеет отношения к «Открытой России», а дело Пивоварова считает политически мотивированным. Вот такие у нас новости на этой неделе. Довольно интересно было. И напоминаем, чтобы вы не забывали подписываться на наши соцсети, слушали нас на Ютубе, на нашем сайте и на других стриминговых платформах. И спасибо за то, что были с нами на этой неделе. И до встречи. Не забывайте про колокольчик. Вы слушали новый выпуск реального подкаста проекта издания «Идель Реалии». Сегодня с вами были Карина Джамал И Рамазан Алпауд. До новых встреч. До встречи.